У электроэнергетики не женское лицо. Выражение весьма неоднозначное, и мы готовы с этим поспорить. Рядом с сильными, надежными, высококвалифицированными мужчинами-коллегами трудятся обаятельные, харизматичные, красивые, умные, образованные, но не менее высококвалифицированные, сильные и надежные леди. Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен өмірді жарқынырақ етуде өз үлесін қосып келеді. Лязат Кашкимбаевна Досыбаева. В жизни очень улыбчивая, позитивная и хрупкая женщина, а на службе руководитель стратегически важного подразделения производственно-технической службы ТО «Энергосистема». Производственно-техническая служба занимается основными вопросами, такими как формирование ремонта, технического обслуживания, вопросами выдачи и подготовки технических условий, разработкой и составлением электрических однолинейных схем, формированием закупа по ТО «Энергосистема», согласованием отводов земли, земляных работ. Также готовит приказы и распоряжения по производственной деятельности по ТО «Энергосистема». В электроэнергетику тогда юную девушку Лязат без малого 30 лет назад привела госпожа судьба, о чем, к слову, обе не жалеют. Выбирая профессию, я рассматривала технические вузы. Это были 90-е годы, и вопрос электроэнергетики именно стоял остро. Были веерные отключения. На тот момент мне казалось, эта профессия очень востребованной. Поэтому выбор у меня пал на Алматинский энергетический институт по специальности электроснабжения и электрификация. На сегодняшний день рассматриваемые вопросы. Первое – это… Для коллег соратница, единомышленница, а для молодых специалистов наставница и справедливый руководитель. Лязат Кашкимбаевна с большой любовью говорит о родном коллективе. Коллектив в производственно-технической службе и в энергосистеме в целом очень дружный, слаженный. В энергосистеме, когда ты выбираешь между другими организациями и думаешь, стоит ли уйти, стоит ли выбрать другую профессию, где тебе, возможно, будет платить больше, ты понимаешь, что у тебя не будет такого коллектива, у тебя не будет такого взаимопонимания. Поэтому здесь всегда в первую очередь важны были для меня человеческие отношения, которые в энергосистеме, они всегда ставились в приоритете. Поэтому, наверное, я здесь осталась и никогда не жалею об этом. Самые опытные сотрудницы, чей трудовой стаж в ТО «Энергосистема» переступил рубеж 4 десятков лет, трудятся в службе релейной защиты и автоматизации. Кажется, что эти прекрасные дамы, сложные расчеты и любимый коллектив просто созданы друг для друга. Мен Нұралина Ақсауле. Мамандық таңдаудан жаңылған жоқпын деп ойлаймын. 40 жылдың ішінде көптеген подстанциялар, линиялар жұмысқа қосылды. Сол істерде өзімнің үлесімді қостым. Бұл мамандықтың болашағы зор. Энергетикасыз бір адамзаттың өмірін былай көз алдымызға елестету мүмкін емес. Осы мамандықтың нағыз маманды болу үшін көптеген ізденістер керек. Я Галимжанова Светлана Борисовна. Я работаю на этом предприятии уже 40 лет. Я ведущий инженер службы релейной защиты и автоматики измерений ТО «Энергосистема». Светлану Борисовну можно смело назвать патриотом ТО «Энергосистема» и родного края. Ответственный и серьезный подход к выполнению должностных обязанностей по достоинству оценен и отмечен медалями и благодарственными письмами. Коллеги по цеху уважают и восхищаются специалистом высокого уровня. Мне нравится моя работа. Даже вот мои дети, например, они были, когда маленькие, приходили сюда и говорили: мама, я буду инженером. Вот инженер сидит рядом со мной, моя смена. Это электроцех. Казалось бы, здесь женщинам точно не место. Но электрослесари Бахта Сатмухаметова и Жанна Абдакалыкова легко доказывают обратное. Золотые руки этих прекрасных дам творят чудеса, выдавая на выходе защиту и надежность электрооборудования. Занимаюсь обмоткой. Вот мой станок. Собираем НТМИ для учета защитных линий. Мы ее для этого и обматываем, для защиты.
10 жыл бойы екі ерекше гүлдей Жанна мен Бақытты апай мекеме электроцехына сәні беріп келеді. Жұмысқа тек позитив пен махаббатпен қарайды. Жұмыс кішкентай болып көрінгенмен маңызды болып келеді. Осы жұмыстың нәтижесінде линия ток қорғалады. Если ранним утром заглянуть в службу механизации и транспорта, можно воочию лицезреть оперативность, слаженность и точность действий диспетчера Асем Ермакановой. Ее задача – как можно скорее оформить документы и выпустить на линию более 100 единиц техники. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Управлениеге. Жақсы. Салонсыз. Чуть менее 2 лет назад Асем Мамытбаевна бросила себе вызов, перейдя из службы подстанции в службу механизации и транспорта. Многолетний опыт работы в компании позволил быстро втянуться, изучив тонкости и особенности подразделения. Сейчас кажется, что Асем в СМИТ была всегда. Алло, СМИТ. Наша задача определяется в том, чтобы все службы, которые подали заявки, автомашины добрались вовремя по указанному маршруту. Как ни крути, а электрическая энергия женского рода. Так что в нашей отрасли без дам не обойтись, ведь девочка с девочкой договорятся всегда. Талантливые, образованные, трудолюбивые, ответственные, неравнодушные, добрые, внимательные, искренние. Они вместе с сильной и надежной половиной коллектива, независимо от сезона, погоды за окном, времени суток, ежедневно совершают маленький подвиг, чтобы в домах жителей Актюбинского региона было светло и уютно. Динара Манарбекқызы, Аяжан Абдықалық, Адима Сайлаубай специально для Энерго Отбасы.